Все нормально? Выпила? Магазине от меня уходили как будто. Нет? А ты что, шла там? Да. Нет, мы заказ сделали и решили вверх идти. Классно. Вот, но там красивые места закончились, так что теперь нет. Короче, в детстве был такой момент, у меня есть тетя, и мы к ним домой всегда часто ездили. И оказывается, она мне потом говорит, что мы когда к ним собирались ехать, они такие: ойбай, ғалым келатыр, срочно суды қайнатып қойыңдар, типа 2-3 литр. И к тому моменту, чтобы я когда приехал и там вовсю играл, чтобы вода немного остыла, я точно помню, я даже вот сейчас вспоминаю, что я постоянно прибегаю: ой, можно воды, пожалуйста? Выпиваю воду, дальше играть. Потому что я, в принципе, очень активный был, ну и мне кажется, я прям с детства очень много воды пил. Прям нереально. И вот эти моменты я прям очень хорошо помню. А потом сейчас уже, когда мы аквапоинтом занимались, тетя вот говорила: я помню, что ты всегда вот воду пил. Вот не зря типа этим занимаешься. Меня зовут Галан Байтимбетов. Я основатель компании Aquapoint. Занимаемся тем, что последние 4 года развиваем стартап в Казахстане. Стараемся сделать жизнь в Казахстане лучше. В детстве у нас просто в некоторых районах были колонки. Вот колонки для меня были в детстве питьевым фонтаном, где мы постоянно пили, лишь бы домой не заходить. А потом я уже забыл про все это, каким-то образом они в Алмате все исчезли. А вот за рубежом я увидел уже питьевые фонтаны, это, можно сказать, новое воплощение этих колонок, более удобное, более качественное, эргономичное. Вот, и я начал этим пользоваться, и в один из моментов подумал: слушайте, а почему у нас в Казахстане такого нет? Пришел к такому мнению, что можно было бы в Казахстане это популяризовать, устанавливать питьевые фонтаны, сделать воду в целом доступнее. Особенно это именно касалось школы и школ вообще, и университетов. Потому что я сам был недавно выпускником и понимал, что мне повезло учиться в достаточно более новых школах, да, вот, построенных недавно, и университет новый был, но при этом, мне кажется, проблема воды была актуальна, не говоря уже, да, о других всех областях и других школах, поэтому мне показалось, что это очень такая хорошая, грубо говоря, ниша, где можно было бы сделать проект, который будет не только, возможно, да, финансово успешным, но и в социальном плане будет иметь хорошую такую часть, которая будет помогать улучшать жизнь. Все нашел, смотрите. Мне кажется, это... Аиш, ты помнишь? Этот файл все еще сохранил, да? Ничего себе. Короче, когда я рассказал Аиш про эту идею, мы такие: ладно, подожди, давай, чтобы это все надо на бумаге написать. Это самая первая бумага, буквально когда эта идея пришла в августе в Лондоне, мы вот это вот запустили. Мы тут писали плюсы, то, что здоровье детей наше будущее, go green, да, все такое. Потом минусы писали, что транспортировка фильтров КЗ до начала производства, нехватка технически обученного персонала. Такие иногда мысли в голову лезут, но в целом все равно у нас внутри зданий даже нет, внутри школ нет. Потому что вот посмотрим мы на Запад, на Америку, во всех школах, во всех университетах просто, насколько я понимаю, на законодательном уровне обязаны поставить стационарный питьевой источник воды, получается. Источник питьевой воды. Вот. А у нас этого всего нет. Ну, наверное, то, что мы молодое государство, все только вот приходит, и, наверное, вот так вот это все и развивается, когда вот понемногу разные ребята, разные идеи начинают пробовать, привозить. И получается, мы в части этой системы именно вот на нас пала вот эта вот возможность привести питьевые фонтаны. Это наш первый прототип. Мы его буквально кустарным способом собрали, просто чтобы показать его на конкурсе. А это уже мы более хотели нормально сделать, но при этом, как я говорил до этого, все равно не так получилось. Здесь острые углы, все прочее, но вот зато у нас, собственно, наш вот этот счетчик мы хотели сделать. А это уже более со всеми уже доработками. Фонтан, который мы уже ставили в школах, кстати. Но он все равно, как вы видите, на уровне прототипа и в принципе остался, наверное. Это третья итерация, когда мы кое-какие моменты исправляли, но все равно не стал идеальным. Вот эти? Ну, здесь, наверное, кстати, у нас следующая история Аквапоинта начинается, когда мы начали уже для офисов ставить. И, конечно, тут уже требования другие были. Здесь уже мы сразу видим, что оборудование очень качественное, грамотное, с дополнительными элементами, как нагрев, охлаждение воды и все прочее. Помню, потому что первые в эти фонтаны я же возил еще на всякие выставки, там участвовал, и мне говорят: о, на умывальник, типа. И, ну, конечно, обидно, наверное,
когда ты такой слышишь, ты там стараешься, там делаешь, и тебе говорят умывальник. А потом такой думаю, ну блин, реально похож на умывальник. Это был август 2016 года. Первый раз вот пришел домой, рассказал супруге. Проблема воды была моя собственная, личная проблема. Я ее хотел решить и был уверен, что у других людей такая же проблема существует. И пока находился в Лондоне, я начал собирать первый прототип. Параллельно я сразу начал смотреть в Казахстане, какие есть меры поддержки со стороны государства. И действительно было очень много конкурсов. Мы подались на конкурс от фонда Даму. Я увидел, что есть бизнес-инкубатор «Мост». В 4 ночи утром мы прилетели, в 4 часов того же дня мы уже сидели в бизнес-инкубаторе и слушали свои первые лекции. То есть мы прям заряженные прилетели, успев там закончить обучение, мы уже сразу принялись здесь строить бизнес. Мы вот в нескольких конкурсах участвовали, и каждый конкурс для нас был новым дедлайном, чтобы свой продукт быстрее улучшать. А участвовали мы в самом начале, если честно, в 2 больших конкурсах. «Болашак Стартап 2» от фонда Даму и «Построить свой бизнес» 2016-2017 года от благотворительного фонда «Саби». И прошли в шорт-лист. И в последующем мы стали финалистами, чему мы были супер просто рады и счастливы. Стало таким бустом, да, очень хороший толчок дал, про нас узнали, нас поддерживали, про нас писали вот блогеры, да, топовые. Мы же пришли с голой идеей, не факт, что она работает, сколько стартапов умирает. Да, ребята, вы идете в правильном направлении, двигайтесь дальше, то есть это актуальная тема. Наперед создайте и там, прям как, грубо говоря, форум же проходит, мини-форум типа, да. На повестке дня будет 2 главных вопроса. Первый – это наш опыт с регулятором, то, что случилось, и как это мы теперь не будем допускать в будущем, какие мы виды изменений сделали. Я переживал по поводу того, что я считаю, вот уже сколько отучился, приехал и не зарабатывал денег. Для меня это были самые первые моменты, когда ты делаешь стартап. Ну, дело на самом деле не только в деньгах, дело в том, что ты занимаешься чем-то каждый день там, с утра до ночи, и ты не знаешь вообще, это что такое, это получится, не получится, это вообще нужно, не нужно. Ко всем друзьям ходили там бизнесменам, говорили, ребята, если вот так сделать, что думаете вообще про эту идею? Всем ходил и рассказывал эту идею. Но все равно были моменты, когда думал, блин, чем я занимаюсь, типа. Ребята вон, которые со мной приехали из учебы, они уже вон вовсю работают. Может быть, это не то. Да, вообще, прям, если честно, во всем, наверное, потому что, вообще официально она сооснователь, то есть мы вместе это основывали, этот бизнес начинали. Это со временем она больше, наверное, перешла на такую позицию, как, не знаю, адвайзер, типа, да, то есть до сих пор все самые важные решения я всегда с ней советуюсь, как правильно это все сделать, поэтому... Она все еще осталась частью нашей команды, помогает, весь дизайн, всю красоту наводит, так что это ее рук дело. Вот, и классно, но в самом начале прям супер важно, мне кажется, это было. Вот все вот эти моменты, когда я думал, блин, чем я занимаюсь, вообще, может, работать надо. Вот, такие моменты, мне кажется, мы друг друга прям очень хорошо подбадривали, да. Это очень важно было, мне кажется. Вообще, очень люблю вспоминать Назарбаев университет, если честно. Жизнь, там, вот я супруге рассказываю, она же, получается, бакалавра в Англии училась, как раз как я хотел изначально. Но я потом в итоге же в университет попал. Но я, когда рассказываю про свою студенческую жизнь в Назарбаев университете, ей становится немного завидно, что она это не увидела. Потому что, не знаю, что сказать, атмосфера — это самое главное, наверное. Я вот всегда говорил, не эти красивые здания, да, здоровенные, а то, что вот люди наполняют, и они создавали эту атмосферу, студенты в первую очередь. Для меня, не знаю, я очень ценю этот опыт, эту атмосферу, этих людей, которые все это создавали, и то, что я их знаю, и до сих пор мы как бы поддерживаем эти отношения. Не знаю, мне кажется, надо пробовать все, в плане и активно жить, студенческой жизнью активной жить, гулять, когда нужно. Учиться нужно обязательно, конечно же. Это уже априори. Вот. Но мне кажется, именно вот сочетание этого всего, правильная микстура, так сказать, мне кажется, из этого вот такой вот хороший коктейль выходит.